Самый главный и самый масштабный праздник большой страны. Этим все сказано. На главном телеканале Татарстана дополнительно что-то кому-то пояснять не требуется. Масштаб мероприятия только в Казани десятки разных площадок и мероприятий, которые надо охватить. Сотни событий по всей республике. Соответственно, столько же камер и съемочных групп, репортажей, только непосредственно день в день. Большая часть материалов снимается заранее, ведь трансляция на ТНВ начинается ранним утром, а заканчивается поздним вечером. И надо сделать так, чтобы эти 14-15 часов смотрелись, как говорится, на одном дыхании. Как этого добиться? Опытные сотрудники канала, за плечами у которых десятки таких масштабных мероприятий, отвечают: только за счет основательной подготовительной работы. А она, по-хорошему, начинается даже не за месяц до 9 мая, а еще раньше. Обсуждение, совещание. Нужно определиться с местом для размещения передвижных телевизионных станций, откуда будут работать выездные студии и вестись трансляция. С каждым годом они могут меняться в зависимости от программы праздника. В этот раз это уже знакомые нашим техническим специалистам, можно сказать, наработанные точки для ПТС. Накануне праздника Сергей Петров, наш технический директор, может сказать, какой арсенал оборудования будет задействован. Только в Казани это 42 телевизионные камеры, 3 ПТС, 5 беспроводных передатчиков для освещения шествия бессмертного полка, несколько квадрокоптеров. Люди у нас как бы уже работают достаточно давно. Они готовы, потому что очень большая предварительная работа. Только вот за счет этого, потому что с кондачка, скажем, это не сделаешь. Потому что надо сначала все точки осмотреть, посмотреть уровни сигнала везде, подключить оптическое волокно везде. Для новостей ТНВ рабочий день начинается с самого раннего утра. Сырья Хабибулина, шеф-редактор службы новостей, 18-й раз подряд встречает 9 мая на работе. Говорит, несмотря на солидный опыт, всякий раз волнение присутствует, но это такой приятный мандраж. Его испытывают обычно спортсмены или ведущие, которые работают в кадре. Как правило, он даже помогает мобилизоваться, быстрее реагировать. В этот день стрингеры, или, проще говоря, внештатные начинающие репортеры остаются в запасе, а в бой идут одни старики. Лучшие и самые проверенные кадры. Помощь корреспондентам в Казани, все корпункты ТНВ на территории республики, некоторые региональные телекомпании. Только так можно собрать всю палитру праздника. Наши съемочные группы сегодня побывают на 20 праздничных площадках, а до праздника мы уже отсняли порядка 15 материалов. И я хочу сказать, что работать в День Победы – это всегда очень ответственно, но в то же время очень приятно общаться с нашими ветеранами, поколением победителей. Одна из центральных площадок праздника – площадь Тысячелетия. Здесь работает команда режиссера Айрата Камалова. Парад Победы снимается с 14 камер. Это и коптеры, и широкоугольные объективы, и оптика с 80-кратным увеличением. Все для того, чтобы передать зрителю весь масштаб и грандиозность праздника и одновременно его эмоции и мельчайшие детали. Все эмоции лайв, все движение в лайв и так далее. То есть в этом и есть основная прелесть телевидения, основная прелесть работы в прямом эфире. Это сам прямой эфир. Парад, в первую очередь, эмоции. Порой бывает прям вот этот взгляд, они смотрят в трибуну, и трибуна смотрит на них, и вот этот вот магнетический огонек между ними, прямо искра, она проскальзывает, это видно. Выездная студия с Алмазом Гафиятовым и Розой Булатовой. В эфире сочная картинка с красивыми ведущими. За кадром непростая и кропотливая работа целой команды профессионалов под руководством режиссера Лейлы Латыповой, которой помогает целая бригада операторов, техников, звукорежиссеров, ассистента режиссера. Самое главное, нужно слушать режиссера, по его команде работать, при этом еще нужно вспоминать текст, при этом улыбаться и рассказывать как раз о сегодняшнем дне. Здорово, что сегодня такой солнечный день, нам всем повезло, природа нам благоволит, но мы готовимся ко всему. И физически, конечно, это непросто, да, надо выстоять, надо выдержать, но мой дед дошел до Берлина, так что мы тоже не подведем. В эфире вы не увидите и тени растерянности на лицах ведущих Алмаза Гафиятовой и Розы Булатовой. И в этом и есть настоящий профессионализм. А в этот момент за кадром, примерно за несколько минут до выхода в прямой эфир... Ну да, вот посмотри, вот они все сзади сидят, они все встанут и пойдут через них. В целом, вполне адекватные гости праздника могут и не заметить, что на съемочной позиции работают наши ведущие. А если они поставят Ограждение спасает, но иногда функции бодигарда приходится брать на себя даже хрупкой Насте Дахне. А она по специальности вообще-то звукорежиссер. Мы чуть не подрались вот недавно с одной женщиной. Я ее не пускала просто, она говорит, не толкайте меня. Но вы на эфире это никак не сказалось? Ну, нет, она не успела пробежать.
это большая команда режиссеров, звукорежиссеров. Мы видны в кадре, а за нами огромная армия. Это профессионалов, армия профессионалов, и это внушает уверенность. Что происходит за кадром, зритель не видит. Зритель получает только самую красивую, самую вкусную картинку. Это наш труд, труд наших операторов, наших звукорежиссеров, наших режиссеров, наших ведущих, которые, конечно же, работают вместе, сообща, организованно. Благодарю. Извините. Все происходит. Это, наверное, те редкие журналистские удачи, которые происходят в формате онлайн, прямо здесь и сейчас. И наш зритель, конечно, это тоже видит, что мы работаем прямо вот с отдачей, прямо в прямом эфире в эту минуту и в эту секунду. И ведущие при этом совершенно не смутились тому, что вокруг них начинает образовываться толпа людей, что люди начинают подходить, собираться и, в общем, отлично отработали. Нашествие бессмертного полка можно увидеть все сразу. И журналистские удачи, редкие эмоции, ценнейшие свидетельства, подлинные истории подвига наших воинов в Великую Отечественную войну рассказывают сами потомки героев. Все в прямом эфире. Ведущие Иван Остроумов и Луиза Закирова работают не первый год. Но для них каждое 9 мая открывается по-новому. Меня поражает то, что люди, которых мы берем интервью, они знают военный путь своих дедов, своих родителей, очень гордятся своей страной. И, естественно, мы не вправе забывать это событие и наших героев. Большая команда телеканала, который совместно делает этот большой эфир, делает все возможное для того, чтобы нам, ведущим, было комфортно всем тем, кто работает вместе с нами. Конечно, День Победы и акция «Бессмертный полк», который сегодня, наконец, проходит в офлайн формате, когда тысячи казанцев могут выйти на улицы с портретами своих героев, не может не радовать и придает еще какие-то дополнительные силы и возможность трудиться. Весь ход бессмертного полка зрители телеканала «Новый век» могли увидеть во всех подробностях и ракурсах. На протяжении более 2 часов его шествие снимала ПТС с 21 камеры. Можно сказать, удача от ТНВ и в этот раз не отвернулась, а можно везет тому, кто везет. Парад, бессмертный полк, концерт на площади Тысячелетия до позднего вечера. Больше 3 десятков репортажей с места событий и, конечно, праздничный салют с нескольких камер. Все это зрители нашего канала смогли увидеть и, будем надеяться, по достоинству оценить. Тимур Бекмурзин, Андрей Мохов, Андрей Ключников. 7 дней.